Бисмилляхи рахмани рахим. Пользуясь случаем, я хочу приветствовать президента братской Грузии Михаила Саакашвили и также его лице весь братский грузинский народ. Также хочу выразить свое искреннее уважение и благодарность грузинскому руководству и народу Грузии за моральную поддержку чеченского народа в этой продолжительной, неравной, тяжелой борьбе против Российской империи. Мы сегодня внимательно следим за событиями, которые происходят у наших соседей на территории грузинского народа. Мы пристально следим за этими событиями, потому что нам не безразлична судьба наших соседей, наших братьев. Все, что происходит сегодня как в Чечне, так и в Грузии, это зеркальное отражение гнусной, грязной, варварской политики российского руководства России по отношению к малым народам, к народам Кавказа, к народам Чечни и Грузии. Да, нас сегодня Россия оскорбляет, называя нас сепаратистами, экстремистами и даже террористами. Мы сегодня со всей ответственностью, имея полную правовую базу, можем заявить, что мы не сепаратисты и не экстремисты, и тем более не террористы. Все знают, что в 1991 году, когда официально было заявлено о развале Советского Союза, и в этом развале не виноваты ни чеченцы, ни грузины, а виноваты в этом русские, было подготовлено соглашение в лице бывшего президента Советского Союза Горбачева, что все автономные республики могут стать на статус союзных республик, и будет образована новая форма союза. И также в лице бывшего президента России Ельциным было заявлено, что все народы, бывшие на территории постсоветского пространства, могут взять суверенитет столько, сколько они захотят. И в это время, используя свое полное право, чеченский народ провозгласил независимость и свое свободное государство. Избрали своего первого президента Жохара Дудаева и всенародно объявили свою конституцию. И, соответственно, с тех пор, с момента провозглашения чеченского государства, вот уже 13 лет, Россия, объявив войну, начав агрессию, ведет полномасштабную войну на территории чеченского государства. То есть оскорбляя нас сепаратистами, террористами, экстремистами, и заявляет, что если чеченцы будут иметь свободное свое государство, значит это развал России, что мы разрушаем их государство. Хотя
когда мы провозгласили свое свободное государство в 1991 году, когда мы уже имели свою конституцию, в это время такое формирование вообще, как Российская Федерация, Россия, не существовало. Когда в 1992 году мы провозгласили, то есть свою новую конституцию, в это время Россия вообще не имела свою конституцию. Поэтому мы из состава России не выходили. Мы отражаем агрессию со стороны России, как в Первой войне, так и во Второй войне. Например, можно заметить, сопоставить. Например, чеченцы заявляют, что они не выходили из состава Российской Федерации. Чеченцы строят свободное чеченское государство. И чеченцы не собираются входить в какое-либо другое государство, а хотят строить нормальные цивилизованные отношения со всеми государствами, в том числе с Россией. Но тут же рядом Абхазия, Южная Осетия объявляют, что они выходят из состава Грузии с целью войти в состав России. Поэтому здесь сразу заметен, чей этот след и откуда этот след идет. Откуда этот след идет. То есть это рука Москвы. Я разговаривал с абхазскими лидерами в 1996 году, после той войны, и говорил, открыто с ними говорил, имел разговор и говорил, что мне непонятен смысл вообще вашей борьбы. Как можно выйти из состава Грузии и войти в состав России? Что это за свобода? Что это за государство? Грузины — это близко, рядом, обычаи, традиции, кавказцы, там более понятно. А в России еще хуже, там ничего не понятно. Там нет Бога, там нет веры, там нет никаких обычаев, никаких традиций. Там есть хозяин, там есть старший брат, который требует отказаться от своего всего, от религии, от обычаев, от традиций, быть ихней марионеткой, жить так, как они хотят. То есть даже вот сопоставление стремления, чаяния двух народов, по-моему, борьба чеченского народа имеет определенно другой смысл. Другой смысл. В первую очередь я хочу сказать, Грузия, грузинский народ, так же как все союзные республики, как другие народы, как среднеазиатские народы, как прибалтийские народы, после развала Советского Союза они всенародно избрали своего первого президента в лице Зияда Гамсахурдиева, используя свое законное право, начали строить свое собственное государство в пределах тех ранее установленных границ. И, по-моему, в то время ни абхазцы, ни аджарцы, ни осетины
И вообще не думали выходить из состава Грузии, там, пойти в состав России. Вот. Они жили нормально, и никаких у них, по-моему, проблем не было. Все началось тогда, когда грузины, грузинское руководство начали строить свою политику и строить свои взаимоотношения с другими государствами вне ориентации на Россию и на Кремль. Вот тогда появились проблемы. Зviad Гамсахурди был мужественным человеком, истинным патриотом своего народа. И он не хотел быть марионеткой Кремля. И он был подло убит. И сегодня тело Зviada Гамсахурди похоронено на чеченской земле. Второе, Россия, российское руководство, российские спецструктуры начали разжигать конфликты на территории Грузии, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Началась война между абхазскими, осетинскими народами и грузинами. Также Россия, не имея на это никакое право, на территории чужого государства, грузинского государства, начинает вводить свои паспорта, объявляет абхазцами, осетинами своими гражданами, начинает вводить новые таможенные визовые режимы. Я еще раз повторяю, не имея на это никакое право. И грубо нарушая всякое право. Также Россия, грубо нарушая достигнутые соглашения в 1999 году на Стамбульском саммите, не хотят выводить с территории Грузии свои военные базы, особенно с Кадорского ущелья. И сегодня, когда опять на территории Южной Осетии разжигается конфликт, так называемые миротворцы России, как правильно сказал президент Грузии Михаил Саакашвили, заняли одну сторону конфликтующей стороны. То есть стали как бы одной стороной конфликта, снабжая оружием, тяжелой военной техникой ополченцев Южной Осетии. Поэтому первый вопрос. Кто чье государство разваливает и разрушает? Чеченцы российское государство или русское грузинское государство? По-моему, более правдоподобно второе. Да. Когда нагло, открыто российское руководство, спецслужбы России вмешиваются в чужое суверенное государство грузинское. Участие наших добровольцев в конфликте Абхазии против Грузии, да, это не лучшая страница истории взаимоотношений наших братских народов. Мы сегодня признаем, что наши добровольцы были обмануты. В преддверии в 1993-1994 году, в преддверии вторжения России на нашу территорию, то есть в преддверии начала агрессии России, ни в стратегическом плане, ни в тактическом плане, ни в военном, ни в политическом мы не должны были вмешиваться в этот конфликт.
и не имели на это права. Мы только нанесли ущерб своим интересам. Даже в военном плане, даже в политическом плане, не говоря уже в братских отношениях между нашими народами. Я надеюсь, что это урок нам на всю жизнь. Да, для нас сегодня не секрет, что на Кавказе, особенно Закавказье, столкнулись интересы больших государств. Как это было ранее на Балканах, в Афганистане, в Средней Азии, на Ближнем Востоке и сегодня Кавказ. И мы знаем по опыту тех регионов, где сталкиваются интересы больших государств, независимо какие это интересы, политические, региональные или энергетические, там начинается война. И самое страшное, что воюют не эти большие государства, а стравливают народы, значит, и воюют сами народы, если это в регионе Кавказа или на Балканах. И мы знаем, что если столкнулись эти интересы больших государств на Кавказе, значит, войны не избежать. И, соответственно, если мы живем здесь, на Кавказе, здесь родились, здесь живем, здесь должны жить, если все это происходит на Кавказе, то мимо нас это не пройдет. То есть здесь затронутся и наши интересы. А наши интересы какие? Это свободно жить на земле своих отцов. Россия сегодня упорно не хочет уйти с Кавказа. Но им придется уйти с Кавказа. Это уже видно. Потому что им нечего предложить народам Кавказа, кроме стравливания этих народов. Нам самим виднее, народам Кавказа, с кем и как нам строить свои отношения. С Западом или с Россией. Где Россия, там кровь, там геноцид, там убогое существование. И именно поэтому все народы, и балканские народы, и прибалтийские народы, и кавказские народы делают свой выбор не в пользу России. И в этом виновата сама Россия. Сама Россия. Я думаю, что народы Кавказа должны внимательно следить за событиями, которые происходят на Кавказе, и не дать себя обмануть, и не дать себя стравить. Кто бы ни хотел быть здесь хозяином на этой земле должны быть мы. Потому что здесь мы родились, здесь мы выросли, здесь мы живем. Предложить партнерские отношения, взаимовыгодные отношения, где совпадают наши интересы, это другое дело. Но не должно это все решаться силой, войной, как это делала раньше Россия. Вот смотрите, где есть наши беженцы,
их сотни тысяч. Они везде, в первую очередь на территории братской Ингушетии, на территории братской Грузии, даже европейских стран. Везде Россия делает все возможное, чтобы вытеснить их оттуда. На территории Ингушетии, значит, они сделали все возможное, чтобы выдавить их оттуда, отключая свет, газ, даже бульдозерами. И везде, где есть наши беженцы, Россия вмешивается, устраивает провокации, делает все возможное, чтобы вообще такого вопроса, как беженцы, не стояло. Мои представители и помощники, которые находятся в Грузии, мне передали, что грузинское руководство грузинские представители власти, значит, ничего против не имеют, что будут на территории находиться наши беженцы. Даже наоборот им помогают и готовы помочь, оказать возможную помощь. И вообще такого вопроса и не стояло. Мне кажется, что это крупная провокация. И провокация в первую очередь со стороны России. Я не думаю, что грузинский президент знал об этом или это делается с его согласия. Я это в категорической форме исключаю. Наверное, как и на территории нашего государства, чеченского государства, сколько у нас чеченцев, которые в свое время поклялись все время служить интересам России. Да. Значит, они работают против своего народа. То есть становятся национал-предателями. И, наверное, во всех республиках, независимо, это союзные были республики или автономные, тоже, наверное, есть люди, которые управляют с Кремля, с Москвы, и работают против собственного народа, против интересов своего государства. И подобные провокации невозможны. Мы на это смотрим трезво. Я не думаю, что мы должны сразу обвинять друг друга, что это делается согласие грузинского руководства. И тем более это какие-то разногласия между нашими народами. Я это исключаю. Я знаю, что президенту Грузии будет нелегко. Я знаю, что такое Россия. И как противостоят России. Я желаю терпения и выдержки как грузинскому президенту и грузинскому народу, чтобы действительно отстоять свои интересы, интересы своего государства, интересы своего народа. Я хотел бы, чтобы наши соседи, наши братья знали одно, что чеченцы и грузины, если немного заглянут в историю, имеют большой опыт вековой дружбы между этими двумя народами. И всегда мы приходили друг другу на помощь, когда трудно. Наши предки нам показали, как строить свои взаимоотношения. Чеченцы и грузины – это соседи и братья.
Я верю, что правда за грузинским президентом, грузинским народом. И Россия, как всегда, как обычно, позорно уйдет с Грузии. И вот за этим я вижу большое будущее наших братьев в Грузии и грузинского руководства. Чеченцы хорошо знают истинную цену свободы. Что такое война, что такое геноцид. И мы вполне решимости отстоять свою свободу, освободить нашу территорию от оккупантов, от агрессоров и построить свое свободное чеченское государство. И после этого строить нормальные, цивилизованные, братские отношения со всеми государствами, и в том числе с Грузией. У нас нет сомнений, что мы очистим в ближайшее время свою землю от оккупантов. Для этого у нас есть вера, решимость, сила, оружие. Я думаю, что по времени, да, народ устал, народу тяжело. Но что Аллах определил, мы не можем знать. Мы будем твердо противостоять России. Россия нас не сможет ни сломить, ни поставить на колени. И России придется сегодня на чеченской земле решить вопрос только мирным путем, а не войной, как это было раньше.